Уйгур Тайджу Аль-Уйгури, великий визирь хана узбеков в период с 1310 года по 1330, был главным визирем при хане Узбеке, одном из самых влиятельных правителей Золотой Орды. Часто писал письма от имени хана на арабском, уйгурском и персидском. Имя его звучало в куполах сарая с почтением и страхом. Тайджу Аль-Уйгури, великий визирь хана Узбека, уйгур из Восточного Туркестана, обученный в традициях буддийской и мусульманской учености, способствовал исламизации Орды, лично поддерживал строительство мечетей, медресе и поддержку суфиев. Участвовал в дипломатии с Египтом, Ираном и мамлюками. Считается одним из архитекторов процветания и стабильности в Золотой Орде. Он прибыл в столицу Золотой Орды из дальнего края, сын Восточного Туркестана, наследник древнейшей уйгурской цивилизации, народа мудрецов и чиновников. Его пером были составлены первые законы мусульманской Золотой Орды. Тайджу Аль-Уйгури организовал исламскую налоговую систему Орды. Уйгур Тайджу упоминается в арабских, персидских и китайских источниках XIII-XIV веков. В хрониках его называют Тайджу Аль-Уйгури, то есть Тайджу Уйгур. Упоминается в арабских и персидских источниках как визирь, ученый и мудрец уйгурского происхождения, владеющий несколькими языками, политик и интеллектуал, отвечавший за налоговую и административную реформу. В Золотой Орде господствующие позиции в сфере делопроизводства и управления занимали уйгуры. Источники сообщают, что уже при первом хане Золотой Орды, Джучи, были уйгуры-битикчи. Все должности были монополизированы уйгурами со времен, когда они пришли в степи Дёшт и Кыпчак вместе с Ордой Джучи. Их деятельность считалась своеобразным эталоном для чиновников, примером для подражания. Атам Алик Джувейни писал: они, Золотая Орда, считают уйгурский язык и письменность вершиной учености. Местное население, кыпчаки и другие, вовсе не были представлены в Золотой Орде в качестве битикчи, в связи с незнанием грамоты. При ханах Тахтей в начале правления узбека-уйгуры, представители духовенства и чиновничества, пользовались значительным влиянием и занимали видное положение при ханском дворе, что нашло отражение в восточных средневековых сочинениях. Так, например, арабский автор Айл-Берзали пишет, что Тахта любил уйгуров и оказывал им большой почет. При нем на дирхемах Золотой Орды появляются надписи уйгурским шрифтом. Во времена хана Узбека на монетах Золотой Орды также сохранялись уйгурские надписи. Документы Золотой Орды на уйгурском письме известны, как минимум до 1420-х годов. Во внешнеполитической переписке господствовало уйгурское письмо, ставшее традиционной для дипломатической переписки. Сохранился документ Золотой Орды, свидетельствующим о применении уйгурского письма во внешнеполитической переписке. Это послание хана Тохтамыша королю польскому и великому князю литовскому Владиславу Егайле II 1393 года, написанное на уйгурском языке. Данные арабских авторов XIII-XV веков изобилуют сведениями об уйгурской графике золотоордынских писем. Секретарь египетского султана Айл-Малик ибн Фадл-Аллах в своем канцелярском руководстве определения по части высокой терминологии отмечает, что в государственном аппарате мамлюкского Египта были специальные должности, ведавшие перепиской на уйгурском письме. Уйгурский язык в Улусе Джучи изначально приобретает статус официального языка, что определялось следующими факторами. Влиянием уйгуров, отличающихся высоким уровнем культурного развития от остальных тюркоязычных народов во владениях Чингисхана и занявших ключевые позиции на управленческой службе. Традиционным статусом уйгурского письма и языка в Монгольской империи, языка понятного или доступного тюркоязычному населению Улуса Джучи. Так и появился Тайджу Аль-Уйгури в Золотой Орде, уйгурский визирь, реформатор и один из самых влиятельных людей при дворе узбек-хана.